программа «Итоги дня» с Владом Давыдовым на канале Якутия-24. Начинаем выпуск. Противостояние коронавирусу, последние данные, новости и принятые меры по Якутии. Вместе мы сила. Как якутяне помогают друг другу в непростой период, о работе волонтеров и запуске акций поддержки. Чистота – залог здоровья и защиты. Продолжается дезинфекция подъездов в многоквартирных домах по республике. Как идет работа? К хорошим новостям. 24 семьи в Ленском районе получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Кого это коснулось? 20 лет Нюрбинскому ГОКу. Какова роль этого предприятия в работе Алроса и жизни республики? Республиканский оперативный штаб выступил с традиционным вечерним брифингом по текущей ситуации с коронавирусом в России и Якутии. Вот что сказала председатель оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина. На настоящий момент в Российской Федерации зарегистрировано 1039 больных коронавирусом. Есть выздоровевшие граждане Российской Федерации. Из этих 1039 заболевших коронавирусом в Якутии также остается 14 человек и один под подозрением. Ждем соответствующее решение по этому лицу, находящемуся у нас в инфекционной больнице. Столичные лаборатории по исследованию анализов на коронавирус на данный момент проверяют более 300 проб. В каких условиях работают эти лаборанты и в какие сроки можно узнать результаты? Репортаж Дмитрия Тымырова. С 26 марта в столице региона заработала третья по счету лаборатория. И расположилась она по улице Очиченко на базе офтальмологической больницы. Сейчас здесь полностью закрытая стерильная зона. Вчера у нас было поступление с нашей поликлиники, Республиканской клинической больницы номер 3. А сегодня у нас было поступление с Нюрбы и тоже с нашей поликлиники. Попасть в лабораторию можно только через специальный вход. Лишь находясь внутри этой зоны, персонал надевает специальные костюмы. И только после этого начинаются работы по испытанию биологических материалов. У нас получается, что персонал работает в данное время 3 человек. Я вот биолог, у нас вот лаборант и санитарка. Сейчас сюда поступают в основном анализы студентов, которые возвращаются домой из-за пределов республики и страны. На сегодняшний день около 150 студентов уже сдали анализы на пробу COVID-19. При нашей больнице, с 25 марта мы начали принимать со студентов, прибывших из неблагополучных территорий, анализ на коронавирус, на COVID-19. Сдают студенты, те, которые не имели контакт с больными и не имеющие жалоб со стороны верхних дыхательных путей. Отметим, все лаборатории, которые сегодня работают на территории республики, обеспечены всем необходимым для данных исследований оборудованием. Лаборатория открылась по приказу Министерства здравоохранения на 2-ю категорию опасности возбудителей, то есть на коронавирус COVID-19. Имеется 15 единиц оборудования. В экстренном порядке закупается еще 10 единиц оборудования. Специалисты у нас, биологи, врачи, лаборанты имеют высшую категорию. Ну а уже со следующей недели все лаборатории республики увеличат показатели обработки анализов до 500 проб в сутки. Это будет связано с открытием 4-й лаборатории в столице региона. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Меры по борьбе с коронавирусом принимают и во всех районах республики. Об этом докладывают главы на местах. Давайте их послушаем. Количество самоизолированных 53 человека, 4 находятся в обсерваторе и 3 у нас находятся в розыске. 3 человека, которые у нас приехали из-за пределов территории Российской Федерации. На сегодняшний день мы вместе с сотрудниками полиции разыскиваем этих людей для того, чтобы принять к ним меры воздействия медицинского характера.
На сегодняшний день исполняется указ главы республики по закрытию учреждений массового пребывания, по закрытию, так сказать, учреждений питания, которые находятся в торговых центрах, также фитнес, парикмахерские и другие учреждения, которые были отражены в указе главы республики. Также провели работу с подведомственными учреждениями по режимам отдыха, который будет проходить на следующей неделе. В ближайшее время мы сформируем автотехнику, все медицинские бригады для того, чтобы они могли обслуживать людей на дому. Зарегистрировано 405 человек, которые пересекли границу Российской Федерации, значит, вот в последнее время. Мы отработали все списки. Все списки. Сегодня у нас на территории находится 205 человек, которые пересекли границу. Из них 136 человек находятся на самоизоляции. Если говорить по аппаратам искусственной вентиляции легких, то у нас сегодня развернуто 11 аппаратов, и они все в работе. Плюс 4 аппарата мы получили с Якутска вчера. Машины пришли вечером. Сегодня эти аппараты будут расконсервированы и поставлены, значит, на работу в Нижегородской центральной районной больнице. Продуктов питания у нас сегодня достаточно по всем направлениям. Мы всем, будем говорить, нейринги, наверное, да, перешли на электронное, значит, взаимодействие. То есть сегодня документы мы не носим из одного кабинета в другой. Исполняя все рекомендации, мы в первую очередь обезопасим самих себя, обезопасим наши семьи. В настоящее время в аэропорту города Мирного и в аэропорту Полярного силами Роспотребнадзора проверено 289 пассажиров в аэропорту города Мирного и 393 человека в аэропорта Полярный. Всего было проверено 25 рейсов. С сегодняшнего дня силами муниципального образования город Мирный и УВД Мирнинского организована также проверка иногородних такси, которые приезжают в город Мирный из Вилюйской группы улусов и города Якутска. В настоящее время на территории Мирнинского района режим самоизоляции должны соблюдать 77 человек. Из них в Мирном 35, в Удачном 21, в Айхале 15, в Светлом 2, в Алмазном 1. Но эта цифра постоянно меняется. На 14 часов 27 марта в обсерватории города Мирного находится уже 6 человек. Мне хотелось бы также обратиться ко всем, что у нас на официальном сайте администрации Мирнинского района опубликованы, значит, номера телефонов ателье, где можно приобрести маски, где организован пошив. Опубликованы номера телефонов пунктов доставки на территории Мирнинского района, в том числе в Айхале, в Удачном. Опубликовано расписание изменения автобусов. У нас с завтрашнего дня меняется расписание движения автобуса 101-го. И с 30 марта у нас отменяется льготный проезд между поселениями в границах Мирнинского района для льготной категории за счет средств муниципального образования Мирнинский район в связи с тем, что введен вот этот режим самоизоляции. И также отменяется работа социального такси по перевозке пожилых граждан, инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Во время грядущей выходной недели в Якутске будет работать один детский сад «Искорка». Туда будут направлены дети сотрудников оперативных служб. Их насчитали 205 детей. Об этом сообщили в управлении образования столицы. С 28 марта по 6 апреля, как известно, в Якутии в рамках предупреждения распространения коронавируса будет остановлена работа всех предприятий торговли вне зависимости от формы собственности, за исключением торговли продуктами питания и товарами первой необходимости. К ним относятся базы, продуктовые магазины, которые в шаговой доступности. Вместе с ними продолжит работу и крестьянский рынок Сайсары. В этой связи на предприятии усилен санитарный режим. Репортаж нашего корреспондента. То, что на рынке усилили меры по дезинфекции, можно заметить уже при входе. Специально для посетителей здесь установили 2 пульверизатора для обработки рук. Дезинфекция проводится дважды в день. Работают бактерицидные лампы, увеличенные до 8 единиц штат уборщиц, обрабатывает специальными средствами полы, протирает перила, стены и дверные ручки. Введя вот эти ограничения, мы все-таки думаем, что мы обеспечим для жителей города условия для того, чтобы они могли безопасно приобретать местные продукты.
За чистоту прилавков отвечают сами продавцы. Они также дважды в день проводят влажную уборку, дезинфицируют стеклянные витрины и полки. Масочный режим – одно из обязательных условий. В наличии и одноразовые перчатки, и дезинфицирующие средства, а также хлорка и антисептические гели. Вот у всех мы постоянно обрабатываем, постоянно обработка идет. Все в масках, меняют некоторые маски через 2 часа. Рыбный ряд – это вообще сильно насчет этого, как вам сказать, придерживается к этому, поэтому это же все равно же вирус, это же опасная вещь. Повышенные требования по санобработке и к лаборатории при рынке. Именно сюда ежедневно поступает молочная, рыбная и мясная продукция, которая проверяется методом экспресс-тестирования. Усилили дезинфекцию диахлором, пользуемся. И сейчас процент рабочего раствора тоже увеличили. Процент чего? Ну, дезраствора. Как приходим на работу, сразу делаем уборку, вот включаем лампы, дезинфицируем, измеряем температуру тела. Обычно многолюдный крестьянский рынок заметно опустел. В час пик покупателей здесь можно пересчитать на пальцах. Такое снижение покупательской способности, конечно же, заметно бьет и по кошельку предпринимателей. Чтобы их поддержать, руководством рынка принято решение о снижении стоимости арендной платы. Скидка составила 44%. Очень сильно помощь, потому что выручки-то нет. Это считайте, это вообще как зарплата, все это как-то, это очень сильно. Даже вы сами по-экономически 44%, это большая скидка жить. Крестьянский рынок в полной мере готов обеспечивать горожан свежим мясом, молокой и рыбой в это сложное для всех время. Напомним, до 6 апреля здесь будут работать только продовольственные ларьки, как внутри здания, так и снаружи. Ульяна Шагина, Георгий Охлопков, Якутск. Региональный проект под названием «Поправляйся» запустили в Якутии. Организаторы призывают поддержать друг друга и оказать взаимопомощь не только заболевшим и пожилым людям, но и тем, кто 24 часа в сутки находится на передовой, борясь за жизнь и здоровье граждан. Первым неравнодушным участником этой акции стала торговая сеть «Хозмаркет». В помощь Республиканскому медицинскому центру «Резерв» они передали 1000 костюмов индивидуальной защиты. Их отдадут в медучреждения для врачей, санитаров и медсестер. Большое, огромное спасибо Хозмаркету за такую посильную помощь нашим врачам. Сегодня мы должны быть осознанны друг к другу, помогать друг другу, особенно старшему поколению. Всем тем, кто работает на передовой 24/7, врачам, правоохранительным органам и всем службам, кто занимается жизнеобеспечением деятельности населения. Дорогие друзья, давайте все вместе скажем коронавирусу «нет». И призываю всех присоединиться к добровольческому проекту «Поправляйся». И все вместе мы сделаем намного больше. Якутия, поправляйся! К другим темам. Алмазодобывающая отрасль Якутии в марте этого года отметила 20-летие со дня основания Нюрбинского горно-обогатительного комбината. Напомним, что доля Нюрбинского ГОК в общей добыче алмазов «Алроса» за 2019 год составила 26%. При всем этом Нюрбинский ГОК – один из самых молодых предприятий, входящих в группу компании «Алроса», чьи налоговые выплаты составляют треть бюджета Якутии, а ежегодный вклад в социальные проекты в республике доходит до 10 миллиардов рублей. Все подробности у Юрия Осипова. Созданный в 2000 году ГОК начал осваивать месторождение Накынского рудного поля в Нюрбинском улусе Якутии. Именно Нюрбинский ГОК впервые за всю историю алмазной компании начал применять вахтовый метод работы с привлечением местных кадров, проживающих в Мирнинском, Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском районах и в городе Якутске. Сегодня коллектив состоит из более чем 1500 человек, большая часть которых местные рабочие кадры. Изменения, конечно, произошли кардинальные, в основном все в лучшую сторону. Специфика работы осталась такой же, но намного легче, автоматизировано, все, хорошо все работает. Полегче стало, по крайней мере, чем было. Комбинат является одним из признанных лидеров горнодобывающей промышленности Якутии. Нюрбинский ГОК на протяжении всех 20 лет вносит важный вклад в развитие национальной экономики и промышленного комплекса в целом. Кроме того, в 2018 году «Алроса» заключила договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития Нюрбинского района на 2019-2021 годы. Целевая финансовая помощь компании направляется на строительство и капитальный ремонт первоочередных социальных объектов.
Эти деньги, которые поступают в район, они идут на строительство капитальных социальных объектов, те наши школы, детские сады и так далее. Комбинат «Сегодня» – это современное предприятие, внедряющее в свою деятельность передовые технологии и инновации. К тому же во всей группе компаний действуют самые высокие стандарты безопасности. Также особое внимание уделяется условиям труда. В вахтовом поселке есть все необходимое для комфортного проживания и безопасной работы. Я в Нюрбинском ГОКе работаю с 2011 года. Устроился слесарем после окончания Северо-Восточного федерального университета. Сейчас на данный момент работаю, как сказал, старшим мастером. Условия для проживания и работы в Нюрбинском ГОКе полностью устроены. Общежитие у нас благоустроенное, работает 2 столовки, здесь мини-буфет. И в прошлом году нам построили летний корт для игры в футбол, волейбол. И еще в этом году запустили тренажерный зал. Сегодня один из подлинных флагманов группы компании «Алроса» всей современной промышленности республики. Комбинат является настоящей площадкой для привлечения якутян к промышленным видам производства и уверенно смотрит в будущее, внедряя новые технологии и создавая достойные рабочие места для якутян. Нюрбинский горно-обогатительный комбинат вносит свой весомый вклад в социально-экономическое развитие республики. Сейчас пауза, буквально полминуты. Оставайтесь с нами, продолжим программу. Чистота – залог защиты. Продолжается дезинфекция подъездов в многоквартирных домах по всей республике. Как идет эта работа? Поддержка граждан. 24 семьи в Ленском районе получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Кого это коснулось? Это и многое другое после паузы в полминуты. Программа «Итоги дня» на Якутии-24 продолжает работу. Более 250 пунктов временного размещения планируют подготовить для эвакуации населения в республике во время паводка. Об этом сообщили на совещании с главами заречных районов о ходе подготовки к безопасному пропуску весеннего половодья. В этом году выпало много снега. Местами наблюдается превышение уровней. Всего в зону возможного подтопления включили 133 населенных пункта в 24 районах республики. На период ледохода планируют задействовать 10 судов гражданской авиации. Одно судно МЧС России также направлено обращение о выделении вертолета Ми-8. Кроме этого, будет организовано спутниковое слежение, в том числе через мобильный приемо-передаточный комплекс корпорации «Роскосмос». Обговорили, чтобы все-таки главы районов взяли на персонально этот контроль, подготовку к паводку, сформировали все мероприятия необходимые. В первую очередь это подготовка места эвакуации, пунктов размещения населения, подготовка дезинфицирующих средств, это и подготовка жилищно-коммунального хозяйства, энергетики. Ослабление прочности льда уже начало делаться на реках республики. Минтруд Якутии разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе. Напомним, что президент Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном размере согласно условиям трудового договора. Тем, кто находится на сдельной работе, за указанные нерабочие дни также выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальными нормативными актами работодателя. Если работник находится в отпуске в этот период, то отпуск на эти дни не продлевается. Введение нерабочих дней не распространяется на работников организаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения, непрерывность производственно-технологической деятельности, а также на тех, кто осуществляет неотложные функции. Полный перечень данных предприятий можно посмотреть на сайте Министерства труда и социального развития республики. Также работодателям рекомендуется максимально перевести работников на дистанционную форму работы, если служебные обязанности или организационно-технические условия работы это позволяет сделать при полном сохранении условий оплаты труда.
Меры по борьбе с коронавирусом через закрытие торговых объектов застал врасплох всех предпринимателей столицы. Упали обороты, покупателей нет, но аренду и зарплаты надо платить. Некоторые ТЦ пошли навстречу своим арендаторам. К примеру, администрации 2 торговых центров в столице «Айсберг» и «Проспект» снизили стоимость арендного платежа, а в период выходной недели и вовсе обнулили аренду. Будет у нас снижение аренды рассчитываться по трафику. То есть чем меньше была проходимость, тем выше будет процент снижения аренды. Это первое. Второе, значит, вот в связи с тем, что с завтрашнего дня торговые центры наши закрываются, мы нашим арендаторам аренду вообще не начисляем. То есть это будет нулевая аренда. Вот единственное, что им придется, конечно, нести расходы за коммунальные услуги, потому что здание не обесточишь, тепло поступает, электроэнергия есть, охрана работает, то есть в этом плане. Масштабная дезинфекция подъездов многоквартирных домов продолжается в Якутии. Чтобы не допустить распространения COVID-19, управляющие компании обязаны проводить регулярную уборку. В столице республики санобработка подъездов на постоянном контроле у городских властей. Из порядка 2500 многоквартирных домов на сегодня продезинфицировано 98%. Репортаж Саргаланы Федоровой. Все перила, дверные ручки, поручни, лифты обрабатывают раствором гипохлорида натрия. Процедура должна проходить каждый день. 2 раза в неделю обязательно влажная уборка полов и стен с хлорсодержащим веществом. В этой связи бдительность должны проявить и сами жители. Если они заметили, что санобработка не проводится, то выход один – позвонить в единую диспетчерскую службу. С утра в 8 работаем и до 4 часов. Некоторые дверь не открывают. Подпись берем из часов, чтобы я тут убрала. Работы прибавилось, признается Альбина Иванова. В ее обязанности входит уборка 5 домов. Работой жильцы довольны. В подъезде убираются практически каждый день, дезинфекция проводится, все хорошо. Я довольна. Очень. Спасибо большое. Каждое касание человека переносит сотни тысяч невидимых глазу микробов. Они обитают везде – на перилах, дверных ручках. И чтобы не допустить инфекцию, обеззараживание проводят регулярно, строго в дневное время. Что касается деревянного сектора, из-за минусовых температур в некоторых подъездах влажная уборка затруднена. Чтобы помочь работе управляющих компаний, водоканал выпустит 6 тонн гипохлорида натрия. Сейчас отрабатываем с городом Якутском, и в 15 административных единиц города Якутска должны представить на безвозмездной основе хлорсодержащие вещества для того, чтобы управляющие компании ТСЖ провели соответствующие мероприятия по дезинфекции общего имущества многоквартирных домов. У нас в северных и арктических районах оператором по доставке определен ГУП ЖКХ, кроме Устьянского. В Устьянском Улусе у нас оператором является акционерное общество «Теплоэнергосервис». На сегодня по республике из 9000 многоквартирных домов продезинфицировано 69%. Филиалы ГУП ЖКХ доставляют хлорсодержащие вещества по заявкам муниципальных образований. Запасом необходимых средств обеспечены все районы Якутии. Саргалана Федорова, Джулстан Накинтьев, Якутск. 24 семьи в Ленском районе получили сертификаты по 500 000 рублей на улучшение жилищных условий. Такое право имеют работники школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, других бюджетных организаций в рамках местной муниципальной программы. Анна Кожевникова с подробностями. У Андрея и Анастасии Ореховых семья многодетная, 3 сыновей. Много лет они уже живут в небольшой двушке в старом деревянном аварийном доме в Мухтуе. И, конечно, мечтали о расширении жилплощади. Буквально менее 2 лет назад Анастасия узнала о возможности встать на очередь на получение жилищного сертификата. Такое право имеют работники бюджетной сферы Ленского района. Анастасия уже 20 лет трудится в детском саду. Случайно, даже не ждала, не гадала звонка. Позвонили, и я не сразу поняла, что, где, как. Так как я накануне ходила, узнавала, какая я по очереди, мне сказали, вот в мае вы получите, а тут в марте сообщают. Это очень хорошая подмога в этом отношении, так как на 500 000 на улице просто так не валяются. Сейчас семья Ореховых присматривает себе новое жилье. Сертификат планируют использовать как первоначальный взнос для ипотечного кредита. Так можно, а можно направить денежные средства на приобретение или строительство дома. Но городские жители в основном выбирают первый вариант. Семья Анастасии Гайфудиновой тоже решила использовать жилищный сертификат вместе с материнским капиталом как первоначальный взнос для ипотеки.
Я живу в жилье муниципальном, городском. Оно идет в этом году под снос, для чего я вот и вступила в районную программу, так как у меня по служебному найму квартира. И этот дом подходит под снос. В связи с разрушением мой договор служебного найма теряет свою силу юридическую. То есть мы остаемся на улице. Поэтому семья Гайфудиновых все силы направила на поиски квартиры. В этом году в рамках программы по обеспечению качественным жильем работников бюджетной сферы жилищные сертификаты на сумму по 500 тысяч рублей получили 24 семьи. Большинство из них жители сельской местности, к примеру, 7 талонцев, 4 семьи из Бичинчи, а также жители Наторинского, Нюйского, Артанахаринского наслегов, поселков Витим и Пеледуй. Также в рамках данной программы выдано 60 сертификатов по 200 тысяч рублей на ремонт жилья. Их обладателями стали в основном сельские жители. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжат коллеги. Оставайтесь с нами, будьте в курсе.